Круглый стол на тему «Реализация прав граждан при проведении общероссийского голосования» по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации состоялся в региональном избиркоме. В обсуждениях по готовности проведения выборов приняли участие первый зампред правительства Михаил Элезов, уполномоченный по правам человека в Республике Ингушетия, представители Общественной палаты региональных отделений партии, а также руководители отделения общественного корпуса «Волонтеры России». Михаил Тангиев с подробностями. Голосование по поправкам в Конституции не за горами, и уже в этот четверг откроется 146 избирательных участков по всей республике. Безопасность людей превыше всего, подчеркивают на совещании в региональном избиркоме. Все меры для того, чтобы предотвратить распространение COVID-19, приняты задолго до открытия ТИКов и ВИКов. За этим и не только будут следить волонтеры Конституции. Наши волонтеры будут, во-первых, проверять заходящие, то есть аппарат, который проверяет температуру, дезинфицировать, то есть оказывать всю волонтерскую помощь. Для избежания дальнейших разногласий я хочу сказать, что волонтеры Конституции не поддерживают, не выступают против голосования и поправок, а наоборот, мы содействуем, можно сказать, выборам, то есть оказывать всевозможную стороннюю помощь для проведения чистых и прозрачных выборов. Важно следить не только за здоровьем людей, но и за тем, чтобы на участках были полностью соблюдены их права как избирателей. Доступность избирательного процесса, свобода волеизъявления и тайна голосования. Вот три главных принципа, на которых основывается уполномоченный по правам человека в ходе избирательного процесса. В свою очередь, соблюдение прав гражданина находит непосредственное отражение поправок в Конституции, выносимые на всеобщее голосование. Тот смысл, который заложен в этих поправках, мы можем его видеть, начиная от трудовых прав, социальных прав, культурных прав, в частности, сохранения исторического культурного наследия, и заканчивая вот такими глобальными вопросами, как безопасность страны, территориальная целостность. Это тоже затрагивает права человека, так как когда происходит нестабильность, когда происходит война, рушатся границы, конечно, страдает в первую очередь простой человек. Поэтому закрепить в Конституции эти положения, чтобы даже не было обсуждений того, чтобы где-то что-то там изменить, отдать и так далее, это также направлено на стабильность прав человека. Также следить, чтобы все прошло без эксцессов и на должном уровне, будут общественные наблюдатели и инициативные граждане. В соответствии с законом, такими полномочиями их наделит Общественная палата Республики Ингушетия. Нами набрано и обучено свыше 483 общественных наблюдателей. При таком подсчете у нас получается где-то в среднем более 3 наблюдателей на одну участковую избирательную комиссию, которых у нас в республике 137. Соответствующую работу мы уже провели, но Общественная палата России нам разрешила набирать до 29 числа. Соответственно, у общественной организации, политической партии есть возможность, в том числе и инициативных граждан на сегодняшний день для участия в голосовании по поправке Конституции имеют право подавать заявления, и обычные граждане обязательно представить общественную организацию политической партии. Максимальная демократичность, прозрачность, гласность и легитимность выборов по поправкам Конституции – одни из важнейших задач для руководства региона. В свою очередь, жителей призывают проявить активную гражданскую позицию и сделать свой осознанный выбор ради светлого будущего. Михаил Тангиев, Магомед Дидигов, Новости 24.